Сквозь десятилетия, сквозь года память о героях Великой Отечественной войны и Отечественной войны народа Абхазии остается живой и трепетной нитью, связывающей поколения. Эти события стали символом мужества, стойкости и беззаветной любви к родине. В селе Гумиста царит особая атмосфера. Торжественно под песни военных лет красную ленту перерезали президент Бадрагунба и глава армянской общины Абхазии Алик Минасян. Мемориальный комплекс стал живым свидетельством подвига, чье мужество спасало мир. Это не просто событие, это личная благодарность, чтобы дети, внуки и правнуки знали, чьими руками ковалась победа. Мероприятие посетили посол России в Абхазии Михаил Шургалин, спикер парламента Лаша Ашуба, члены правительства, депутаты, общественность республики. Имя каждого защитника вписано в историю золотыми буквами. Память об их подвигах не меркнет. Великая Отечественная война и Отечественная война народа Абхазии прошла через судьбы многих людей. И практически каждая семья хранит реликвии того периода. Вспоминает родственников, которые принимали участие как в боевом, так и в трудовом пути к победе. Открытие данного мемориального комплекса является возможностью еще раз увековечить память героев, подчеркнуть преемственность поколений, чтобы память, которую воздвигли эти герои, не подлежала никакой ревизии, чтобы будущие поколения знали правду, историческую правду. Еще отдельно хочу сказать от себя лично и от всей администрации большую благодарность выразить Алику Арудиновичу Минасян за тот труд неимоверный, который он вложил в этот комплекс, и за всех тех, кто рядом с ним стоял. Этот мемориальный комплекс стал центром притяжения. Он служит не только для сохранения памяти о героях, но и стал пространством для активного и здорового отдыха. Комплекс объединяет 4 памятника в честь выходцев из села Гумиста, павших в Великой Отечественной войне и Отечественной войне народа Абхазии, а также мемориал, посвященный жертвам Ладской трагедии и Афганской войны. Здесь футбольное мини-поле с естественным озеленением, детская игровая и спортивная площадки. Комплекс также обустроен прогулочной зоной, питьевым фонтаном. Все необходимые удобства, включая санузел, также предусмотрены. В начале 90-х с судьбой нам выпало познать, что такое защищать Родину, так, как делали это наши деды. В этом особый символ сегодняшнего торжества, мероприятия. Мы открываем мемориальный комплекс в честь героев, покрывших себя неведомой славой, защитников Отечества в годы Великой Отечественной войны и современников, которые вошли в ряды добровольцев в период Отечественной войны народа Абхазии. В 1941 году на фронт ушли сотни гумистинцев. Многие героически сражались, сложили головы и не вернулись к родным очагам. Этот монумент не просто скульптура. Жители села Гумиста гордятся своей историей, так как один из 23 героев Советского Союза, выходцев из Абхазии, Арутюн Чакрян, является их земляком. Комплекс был построен на средства армянской общины при личной поддержке председателя организации Алика Минасяна. Строительство началось около полугода назад. Его открытие приурочено к 80-летию победы в Великой Отечественной войне. Посильный вклад в строительство комплекса внесли и жители Сухумского района. Это знаменательное событие не только в жизни отдельно взятого села, а для всей республики. Подрастающее поколение, приходя сюда, будет проходить мимо плит с именами своих великих предков. И непременно задумается о том, какой ценой досталось это чистое небо. Возможность жить в свободной стране, без выстрелов и без взрывов снарядов. Мы должны и сделаем все, чтобы будущее поколение больше никогда не видели войну, а знали о героическом прошлом из учебников истории. Я прежде всего хочу выразить слова благодарности тем, кто участвовал в строительстве, в создании этого комплекса, этого чудесного памятника, где собраны участники, погибшие и в Великой Отечественной войны, и в Афганской войне, ну и, конечно же, войне народов Абхазии.
огромное спасибо всем, кто в этом участвовал. Выступая на церемонии открытия, президент Бадра Гунба поздравил всех с Днем Великой Победы и подчеркнул важность сохранения памяти о героях. Глава государства также выразил благодарность армянской общине за их вклад в создание мемориального комплекса. Сегодня знаменательное событие – открытие мемориального комплекса. Не было бы одной победы, не было бы и другой победы. Это все взаимосвязь поколений героев, которые готовы отстаивать право народа на существование, право развиваться и жить на родной земле. Это очень важно, когда мы сохраняем память о тех людях, которые навсегда вписали свое имя в историю наших народов. Вечная слава героям, вечная память нашим героям. С праздником Великой Победы поздравил чрезвычайный полномочный посол России в Абхазии Михаил Шургалин. Я хотел бы отметить очень важную связь времен. Мы все когда-то жили в единой стране, которая называлась Советский Союз. Мы все до сих пор чтим память тех, кто отстоял нашу свободу и независимость в 1941-1945 годах. Мы также вспоминаем сегодня тех, кто сражался во время Отечественной войны народа Абхазии в 1992-1993 годах. Мы отмечаем, что и тогда противостояние грузинской агрессии носило характер общечеловеческий. Помимо абхазов, помимо армян, здесь сражались и русские, и русские, этнические русские, и ребята из северокавказских республик, и казаки. Очень важно, что память об этом братстве, боевом братстве, хранится в сердцах и россиян, и жителей Абхазии. В рамках торжественного открытия мемориального комплекса состоялся праздничный концерт. Звучали песни военных лет, стихи. Это были не просто литературные строки. Это боль и гордость, слезы и сила, память и благодарность, застывшие в словах. День Победы. Это гордость всей страны. Это мир над головой. Это значит нет войне. Да будет мир! В завершении мероприятия всем, кто принимал участие в строительстве, были вручены благодарственные письма. Шазина Ханагуа, Амра Зарандия, Инал Гвинджи, Сергей Каджая, Абхазское телевидение.